Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки будет на вас. И мы посмотрим, кто неожиданно скоро ворвется в вашу жизнь. Вы можете загадать свой срок, и я буду смотреть приблизительно на 3 недельки. Настраивайтесь, пожалуйста, загадывайте на себя и давайте посмотрим. Я думаю, все уже готовы. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы будут моими руками. Так, вы разные, вас много, здесь несколько персонажей вышло, вы уже смотрите под свою ситуацию. Я вам сейчас просто перечислю то, что я вижу. Изначально я вижу человека, который вам что-то пообещал, либо человека, на которого вы надеетесь, вы ждете этого человека. Есть у человека путы. Ну, давайте так, вы женщина, он мужчина. Если вы мужчина, смотрите мою цыпку, переворачивайте на себя. У вашего партнера, да, у человека, которого вы ждете, есть путы. Человек связан по рукам и по ногам. Там какая-то очень сложная ситуация, острая ситуация, проблематичная. И человеку практически невозможно оттуда выбраться. Человек слаб и нерешителен. Плюс еще все навалилось, там, знаете, как присыпало, засыпало, и сидит только там макушечка видна. А вы ждете, вы надеетесь. В момент, когда вы махнете на все это рукой и скажете: да, ну тебя, да, как-то без тебя жила и дальше проживу. В этот момент этот человек появится. Это будет просто как знак судьбы. Знак того, что вы должны быть вместе. Знак того, что ваши судьбы, они связаны. Человек какими-то титаническими усилиями вырвется из плена вот этих всех обстоятельств тяжелых и к вам приедет. Приедет лично. Личная встреча идет. Но тут уже любовь-морковь со всеми вытекающими. Получается, вы ждали, рукой махнули и хопа, и он на пороге. Все замечательно. Я за вас тут спокойно. Я вижу, что ваш жизненный путь, он только начинается. Человечек идет к вам. И он идет для того, чтобы любить и быть любимым. Вот. Это не значит, что все проблемы решатся. И это не значит, что вас опять там какие-то ситуации, обстоятельства там, не разделят. Будет все. Но вы уже точно будете понимать, что вы друг друга любите, в друг друге заинтересованы, и дальше у вас общий жизненный путь. Вот. Так что, мои хорошие, вот такой нежданчик вас ждет. Дальше. Здесь очень интересная личность. Это, сразу скажу, не про любовь. Здесь человек суровый, человек очень интеллектуально развитый, человек, у которого есть деньги. Деньги, власть. Но он что-то крупное держит в своих руках. Он все это сделал сам. Потихонечку, полигонечку он это все заработал. Почему-то идет мудрый старец, вот хочется сказать. Может быть, он не так стар, но вот мудрость, да, знание, опять же таки какой-то авторитет, ну вот обычно к определенным годам, да, люди зарабатывают. Вот этот человек, он будет очень заинтересован вами, как личностью, как, не знаю, профессионалом, возможно, как работником, сотрудником. Человек будет вам помогать. Да, он будет преследовать свою выгоду. Его выгода
ну, либо в благотворительности ему важно, да, что-то хорошее сделать, сказать, вот, я молодец, я что-то хорошее сделал, у меня есть там копеечка, я ей поделился. Либо как работодатель он будет заинтересован тем, чтобы в его группа, да, тим, в команде, да, в его команде появился такой замечательный сотрудник, как вы. Вот, поэтому внешне, по проявлению достаточно суровый. Вы так посмотрите, поежитесь, скажете, о боже, мне страшно, он такой требовательный, так смотрит, такие глаза буравчиком, вот, что-то я побаиваюсь. Но, поговорив с этим человеком, вы поймете, что дядька, он стоящий, умный, и на него можно положиться, ему можно довериться. Он какую-то очень серьезную роль сыграет в вашей жизни. Либо окажет материальную помощь, зная, например, вашу ситуацию, либо, ну, разные, да, разные жизненные ситуации. Вот он поможет, что-то сделает, купит, просто денег даст. А для других отыграется, что даст вам работу, либо создаст, вернее, для вас такие условия, чтобы вы смогли работать. Здесь вот прям какое-то взаимовыгодное идет. Да, то есть и вы получаете, и он получает. Что хочу вам четко сказать, что здесь на любовь намека нет. Нет, не будет он к вам там приставать, не будет он навязывать свое мужское внимание, да, не будет этого всего происходить, чтобы вы не думали, чтобы вы этого не боялись. Можно ли доверять? Да, можно. Ну, я думаю, что этот человек, он там буквально там в течение 10 минут он вас полностью к себе расположит, и вы уже перестанете бояться, доверитесь и примите помощь от этого человека. Он идет в вашу жизнь на какой-то период. Это не постоянный человек. Вот как резко он появляется, так же резко у вас с этим человечком дорожки разойдутся в определенный момент. У кого-то это будет, может быть, разовая ситуация, у кого-то будет, может, ситуация 2-3 месяцев, да, общения. Вот. Но то, что он сыграет очень яркую роль в вашей жизни, это 100%. Так, мои хорошие, кому-то поклонник идет, поклонник. Ну, поклонник по переписке, я так понимаю. Личного я здесь не вижу. Вижу какие-то заходы, вижу флирт, легкая пикировка. Ну, интерес, да, будет. Человек, он, знаете как? Он почему-то кажется, как фальшивка, что ли. Либо жизнью какой-то он фальшивой живет. Может быть, он расскажет вам то, чего нет, о себе расскажет. Да? Есть же такие люди. Напридумывает там всего, там пуху в глаза накидает, там бисером себя присыпет. Смотри, какой красивый, блестящий. А по факту окажется, что это просто пшик. Да, ничего там особого нет. Человек из себя ничего не представляет. И неинтересный он вовсе. Но общаться будет интересно. Чтобы вы, девочки, там лишних каких-то надежд не питали. Просто ради развлечения с таким человеком можно пообщаться, попереписываться. Но да вы сами поймете. Я думаю, что вы, девчонки, у меня опытные, что вас так просто не проведешь. Но это, как знаете, как троллинг, наверное, какой-то будет. Ну, ничего, развлечетесь. Вот. И еще хочу момент такой сказать, что вы для этого человека, вы как учитель идете. Вот такое впечатление, что этот человек всегда этим занимается. Всегда, да, он этим живет. Он живет в каком-то вымышленном мире. А вот с вами пообщавшись, да, вот у него появится желание спуститься на землю, появится желание, возможно, что-то сделать, не придумывать там себе какие-то там статусы и прочее, а действительно этого добиваться и быть тем, кем он кажется. Вот, интересная ситуация. Дальше. Здесь у меня на работе, скорее всего, какой-то интерес возникает, новый человек, новое лицо. Либо это новый сотрудник будет у вас, либо вы по работе с кем-то новеньким встретитесь, да, с новым лицом, с новым человеком. Симпатия будет взаимная, моментальная. Просто вот в один момент, да, глаза в глаза, и понимаете, что нравится человек. И у этого человека такая же ответная реакция пойдет. Но при всем при том у вас почему-то не получится, что ли, с этим человеком
то ли договориться, то ли время как-то будет ограничено, лимитировано. Будете друг о друге думать, вспоминать и прям сожалеть, да, что там телефон не дали, либо там о свидании не договорились. Я вас просто хочу предупредить, если вы будете более, скажем так, раскрепощенной девушкой, если вы, даже если вы, допустим, вы стесняетесь, да, вам не хочется навязываться, придумайте что-нибудь, придумайте, чтобы вы могли оставить этому человеку телефонный номер, вот, чтобы человек мог к вам обратиться, да, написать вам, хотя бы просто там привет, как дела, да, вот как на дружеском. Человек сам по себе неплохой. Заинтересован ли он в отношениях, я не могу сказать. Скорее, он об этом не думает. То есть больше как идет человек 100% ориентирован на свою жизнь, на работу, на свое развитие. Вот. И из-за этого, возможно, произойдет этот конфуз. Может быть, вам покажется, что человек уж слишком там в работе, в карьере. Я думаю, что если вы оставите свой номер телефона под любым предлогом, да, ничего плохого из этого не выйдет, да, ничего плохого не произойдет. Так, еще врывается в вашу жизнь какая-то оголделая женщина. А у этой женщины либо детей много, такая, знаете, я же мать, либо она к своим близким, там, к родственникам, к друзьям относится как заботливая мамочка. Такая, знаете, как, хочется сказать, вот эти курицы, да, на сетке. Такая очень щепетильная, очень много говорит, старается, чтобы все у всех было замечательно, чтобы каждый чувствовал себя замечательно, комфортно. Такая оголделая немножечко. Вот, эта женщина, вы с ней знакомы, либо вы с ней общались, может быть, она ваша родственница, может быть, какая-то давнишняя подруга. Она в вашу жизнь просто ураганом влетает с какими-то предложениями, с какими-то идеями. Возможно, будет вам какую-то свою помощь предлагать, навязывать. Но какую-то суматоху внесет в вашу жизнь однозначно. Она либо соскучилась по вам, она вас любит. Вот чтобы вы понимали, она вас очень любит. И не хватает, вас именно не хватает. Вы человечек такой спокойный, трезвомыслящий, сдержанный. Вы как противовес ее вот этой гиперактивности идете. Вы ее всегда как-то успокаиваете, она вам доверяет. И вот она нашла возможность, либо какой-то повод найдет, чтобы в вашу жизнь ворваться. Причем очень стремительно. Да, веселые деньки вас ждут с этой женщиной вместе. Дальше, мои хорошие. Здесь у вас человек, вот обезьянка. Обезьянка у нас... Сами понимаете, да, очень противное, хитрое существо. Умное, но хитрое и противное, да. Вот это обезьянка. Это может быть как мужчина, так и женщина. Обезьянка попытается на вас что-то навесить, повесить. Может быть, свои обязанности, может быть, свои какие-то вопросы, проблемы, дела. А вам важно будет вовремя, скажем так, увернуться, да, от этих обязанностей. Может быть, на работе это произойдет, может быть, это произойдет там по соседству, либо среди родственников. Но человек, вот честно, возможно, даже похож на обезьянку, либо по поведению, либо даже по внешности. Вам я советую быть побыстрее, похитрее и попроворнее, чтобы не удалось на вас навешать чужих проблем, чужих вопросов. Так, здесь еще мне очень нравится какой-то бывший, похож на бывшего мужа, либо мужчину, с кем вы вместе проживали. Возможно, у вас даже общие дети есть с этим человеком, либо какое-то общее дело было в прошлом. Вот, приползет на ваш порог, такой весь побитый, ободранный, помятый, вот, будет жаловаться на то, как сложно жить, и как мы были неправы, и что же мы так любовь-то свою профукали и прочее. Честно скажу, приятно вам мало. Вы этого человека не ждете, 100 лет бы его не видели, и знать про него ничего не хотите. А вот как раз-таки он и приползет. Почему? Он как-то ползет, понимаете, может даже выпивший человек придет, и сложно будет держаться на ногах. Приятного опять же таки мало, но
но он вам что-то скажет. Скажет, у вас есть вопрос, и этот вопрос не дает вам покоя. Долгие месяцы либо годы, да, не дает вопрос покоя. И он вам ответит на этот вопрос. И у вас все на места станет. Вот картинка сложится, да, пазл полностью сойдется. А вам станет легче. Вижу, что человека вы этого выпроводите, и правильно сделаете. А чё шорхаться? Ушел, так и уходи. Зачем он вам нужен? Вам он совершенно не нужен. Так, и вот для девчоночки хочу сказать. Красивой, яркой, активной. Девушка собралась в путь, собралась в дорогу. Возможно, у вас какой-то грандиозный план. Поездка, отпуск. А возможно, вы просто собрались заняться каким-то важным для вас делом, и это дело требует от вас очень много телодвижений в плане посещения каких-то организаций, учреждений, получения документов, разрешений, лицензий и прочего-прочего. Вот нечто глобальное перед вами стоит. Смотрите, у вас, но вы найдете сами. Вы найдете этого человека. Кто-то специально будет искать, найдет, а кто-то случайно найдет. Человечек носит очки, либо пользуется очками. Как-то он постоянно в очках. Этот человечек, он вам поможет. Поможет, опять же, он похож на ангела. Такой добродушный, спокойный. Вы сами будете себе удивляться, как этот человечек вам встретился, да, либо как вы ухитрились его найти. Хороший, добрый, молчаливый человек, очень работящий и очень профессиональный. Вот этот человек вам поможет в вашем вопросе, поможет в вашем деле. И это, опять же, не про любовь, это больше как про помощь и помощь от вашего рода, от высших сил. То есть вам облегчает ваше дело, либо облегчает ваш замысел, вашу ситуацию. То есть посланник. Этот человек идет посланником. Как придет, так и уйдет. Но польза от этого человека очень огромная. Не думайте, что с этим человеком можно, например, любовь построить, либо вы ему понравились, не понравились. Здесь речь не про любовь. Здесь речь о деле, о ситуации, которую нужно будет решить. Человек появляется, делает свое дело, он посланник. Не забудьте потом поблагодарить этого человека, высшие силы и духов своего рода. То есть вам идет помощь. Помощь идет. Так, мои хорошие. Еще, наверное, я вам хочу сказать про крысу в вашем окружении. Крыса. Это новый знакомый, новый человек. Вас с этим человеком познакомят, вы будете представлены друг другу. Человек сразу вам не понравится, и это будет именно ваша интуиция. Она вам подскажет. Человек неприятный, энергетика неприятная. У вас присутствие этого человека даже, знаете, как может мигрень разыграться, не дай бог. Либо даже чувство какого-то дискомфорта, тошноты, тяжести, усталости, желание уйти, да, развернуться и уйти. Верьте своей интуиции. Потому что человек очень такой хитросделанный, и вы ему покажетесь, да, как, скажем так, легкая добыча, да, и попытается вас сразу уговорить или разговорить, за вас крепко так возьмется. И ваша интуиция вам подсказывает: разворачивайтесь и уходите. Просто скажите: мне не интересно, меня это не интересует, я занята, у меня есть свои дела, пожалуйста, идите своей дорогой, проходите мимо, товарищ. Так поступите, ваша интуиция вам подскажет. Если вы вдруг, да, хорошо воспитанный человек, и вам покажется, что это неудобно, поверьте, вы потом сами себя поругаете за то, что вы проявили эту слабину и позволили этому человеку вам на ухо присесть. Ничего хорошего этот человек сказать не может, ничего хорошего сделать не может, и вообще он вас будет раздражать. Слушайте свою интуицию. Она вас никогда не обманет. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.